Еврорадио.FM. Вітаю, гэта прамы эфір Еўрарадыё. Студы для вас працуе Міхась Ільін. Адразу бы хацеў бы нагадаць, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець у такіх сацыяльных сетках, як ВКонтакте, Фейсбуке, Аднакласніках і таксама на сервісе ў Ютубе. Сёння у нас в гасцях Зміцер Нарышкін. Прывітанне. Ваше здоровье. Стендап-комік, сцэнарыст і арганізатар стендап-мероприемства в Минску. Очень, ну и разных очень много всего. Давай сразу к делу. Короче, друзья, мы решили делать подкаст. Это пробная версия, пилот. Мы пытаемся понять, о чем вам будет интересно или неинтересно слушать нас. Поэтому пишите, пожалуйста, свои комментарии. Мы пока придумали вместе с Мишей, что это будет называться «Шо нам с гэтага?». Как типичный любой белорус, я предложил Мише, что, типа, а что нам с этого подкаста? Что нам будет вот с этой новости? Что вообще будет? Поэтому... Мой вариант назвы был «Давай, стендапер, пожартуй». «Давай, стендапер, пожартуй». При этом Миш не хочет признаваться, что он тоже стендап-комик. Вот, он как бы на меня все спихивает. Но... Да, коли сегодня не отрымается смешно, это все... Это чуть что я виноват, да. Так что, какие комики... Такая и экономика. Вот новая поговорка. Какие комики, такая экономика. Нет, у нас отличные комики. Пишите это у комментарии, может, придумайте лепшую назву для нашего шоу. Ну, по выниках сегодняшнего пилота. Почему нет? Мы задумаемся. И мы будем голосование. Да мы просто... Какое голосование? Давай по отработанной схеме. То, что понравилось, того и выбрали. Все. 83,5 мое название. Я просто так хочу вам, пожалуйста, предложить. Короче. Якая мэта нашай праграмы? Мы берем нейкія навіны, новости, якія адбыліся на гэтым тыдні. И ищем в них нечто интересное, смешное, забавное, и как-то их раскручиваем. Давай начнем с галоўных, хіба, адразу. Давай, ты рассказывай. Ну, галоўная навіна гэтага тыдня, гэта нават не сённяшняе пасланне Александра Григорьевича, і нават не першая серыя «Гульні тронаў» апошняга сезона. Гэта менавіта здарэнне, якое адбылося ў Парыжу. Это Калі? У 15 красавіка. Да. Значит, наверное, уже все знают, даже у тех, у кого нету интернета, уже все в курсе. У кого нема здымков на фоне да. Это в первую очередь расстроились, в первую очередь люди, которые там никогда не были. Вот, и они обязательно запостили фоточку в сторис, в Инстаграм. Типа, о господи, не может быть, он горит, я же видела столько фильмов с ним, И нават один мультфильм. Один мультфильм с Горбуновым тоже. Некоторые играли в Assassin's Creed Unity. Ну, то есть парадокс того, как отреагировали, для меня парадокс того, как отреагировали белорусские, в основном девушки, на эту новость, что вас вдруг волнует Парижский собор. Как бы да, он крутой, я не ставлю под сомнение, но очень крутой, он классный, и он простоял, если не ошибаюсь, 8 веков, да? Ну, плюс-минус там, 7 точно. Он очень многие революции пережил и так далее, и не смог пережить просто обычный... Макрона не смог пережить. То есть он столько видел правителей, да, но он не смог пережить обычное гастарбайтерское. Я пытаюсь заменить слово по-другому. Просто я был на стройках, я знаю, что там происходит. Вот. И многие девушки просто начали прям переживать. И у меня один вопрос к ним. Они вообще в курсе, что в Беларуси, там, в Гродненской области, вот я видел пост в Фейсбуке у Даниила Анохина, крутой, где он сделал фотоподборку 3 потрясающе красивых соборов здесь, в Беларуси. То есть почему-то то, что они разрушены, их не волнует. Вот здесь свое. Вот, то есть мы возвращаемся к тому, что свое белорусов не очень волнует. Но вот в Париже, если, они начинают сопереживать. Сапраўды гэта так. І нават мне больш здзівіла тое, што гэтая падзея адбылася. Для мяне гэта была сапраўды нейкая все ж таки нагода, але пасмяяцца. Я там жартаваў з гэтай нагодаю. Ну, калі я знаходзіў у гэтай навіне нешта смешнае, я там жартаваў, пісаў у гэтым сацыяльных сетках. Приведи пример. Я зараз адчыню свой твиттер хуценька і зацитую. Я пока... Не самый смешный жарт, який у меня отбылся. Да, ничего страшного, мы его сейчас будем раскручивать. Сотрудники Боровлянского лесхоза пока не взяли на себя ответственность за поджог собора Парижской Богоматери. Ну почему? Хорошее.
Кто в контексте про... 52 лайки у Твиттера. Ну, это хороший показатель, почему нет? Хорошая шуточка. Они не взяли ответственность, но подумывали об этом. Они просто услышали слово «крест», «крыш». Они такие, так, и здесь надо его демонтировать и вернуть, как вариант. Це правда. Не, ну просто меня здивило то, что мало того, что у нас там шмат хто там пакутував по гэтаму сабору, так яшчэ наваліліся, ну, не асабіста на мяне, а на людзей, якія жартавалі з гэтай нагоды, што нібыта... Типа над этим нельзя смеяться? На гэтым нельга смеяться. Як ты лічыш, можна ли ўвогуле на гэтай тэмы смеяться? Так, ну давайте разберем. Допустим, у нас где-то стоит очень-очень старое здание, которое выдержало приход сюда фашистов. Вот, а таких зданий не очень много. Вот. И, допустим, с ним же происходит то, что там нанимают бригаду строителей, очень дешевых, явно не местных, и происходит очень странное короткое замыкание. Вот. Не местных, это Скобрина. Скобрина. Так, я, кстати, интересно, вот знаешь, смотри, хорошее направление. У нас вот у белорусов есть такая штука, что если мы где-то узнаем какого-то популярного человека, он чего-то добивается, мы ищем у него корни. Ну, типа, у Ларри Кинга детство прошло там в Пинске, и Ларри Кинг немножко белорус там, и мы этим гордимся, да? Скарлетт Йоханссон. Скарлетт Йоханссон, вот. Так я вот думаю, если бы там был наш человек на заработках, и вот это он нечаянно, мы бы такие говорили, это мы подожгли этот собор. Ну, то есть не то, что мы, ну, как бы, есть ли такая причастность? Вряд ли. Вот, но возвращаясь к этой теме. А какой теме? Собор Парижской Богоматери. Нет, это я помню, я имею в виду, мы нашли контекст. Тема, ці можна жартовать з таких подеев? Ну, пока вроде бы получается чуть-чуть. Ну, я бы не сказал, что это шутки выдающиеся, но вроде бы получается. Просто... А почему нет? Просто через шутку можно привлекать внимание к определенным проблемам. То бишь, брать какую-то тему не очень удобную, ну вот, как пример, не очень лучший сейчас, вечером в пятницу, но все же. Когда я был на обследовании в онкологии, и мне поставили диагноз, у вас подозрение на онкологию. Да сегодня было? Нет, не сегодня. Если бы это было сегодня, я бы не был такой веселый. Я сейчас более веселый стал после того, когда я прошел все обследования, и мне сказали, да не, вы не наш. Вот, кстати, у врачей там в онкологии разделение типа «наш, не наш». Это як? Ну, вот так, типа, они вот просто посмотрели на меня и говорят, не, наверное, ты не наш. Они как-то, знаешь, типа, выкупают сразу же У них некий визуально. радар стоит, да, онкологичный. Да, такой, типа, они понимают. Но когда уже я прошел все обследование, мне сказали, что у вас все нормально. И там была очень забавная ситуация. Мне врач, который отдавал выписку о том, что все хорошо, он задержал вот так руку с выпиской. Я ее пытаюсь вырвать, а он не отдает. И я прям... Типа, сейчас... Вот, и он мне не отдает, он смотрит мне прямо вот так в глаза и говорит, ну еще увидимся. И это настолько крутой медицинский юмор, я обожаю врачей за их юмор. Они циничны, но это не... Ну, правда. Мы же в любом случае когда-то увидимся, я приду на какое-то еще там обследование. Это нормально. И то, что я сейчас говорю про тему онкологии, просто я хотел бы, чтобы люди задумались там над своим здоровьем, над здоровьем своих близких и вообще обратили внимание, что, ну, у нас есть такая проблема, ну, как и в любом обществе, и мы ее как бы поднимаем. Вот так. С Парижской Богоматери мы пришли в онкологию, да. Я считаю, можно шутить на любую тему, просто некоторые есть темы, которые должно пройти какое-то время, когда мы можем шутить. Мы же уже шутим над периодом Великой Отечественной войны, ну, Второй мировой, да, то есть уже много шуток по поводу того, что мы партизаны. Я, кстати, вот подумал, почему еще не было шуток о том, что вот просто фотка леса, и ничего не видно, кроме леса, да, но типа, видишь белоруса? А он есть. Ну что, мы очень круто можем прятаться в лесу. Ну, оно же такое, уже милое, мы это пережили, почему нет? Просто, ну, нету собора. А у нас в Беларуси есть еще, который мы можем отреставрировать. Ну, тем больше собор, там не было никаких ахвяров. Да, там, кстати, я вот видел в паблике прикольная штука, вот давай я тебе вкину. Значит, там фотография, и на фотографии написано, ну, там фотография, где крест из золота, и рядом руины. Руины из дерева, естественно, не из камней. Вот. И кто-то написал, вот вам доказательство того, что есть Бог.
что типа золото не расплавилось, а дерево сгорело. И кто-то просто написал, типа, чувак, вообще-то, золото плавится при плюс 1200, а дерево 600 градусов. Это просто физика. Ну, там, просто у человека не вельми добрый Ну, ведание школьной программы. Возможно, да, какой-нибудь школьник хотел хайпануть. Так, в продолжение этой новости я могу вбросить, Давай. провести аналогию. Значит, меня потом удивило, это было вроде бы в среду в Минске, в Галилео или в галерею, я их путаю вечно. Галилео. В Галилео. Вот, кстати, как их различать? Они, ну, типа, визуально они разные, да? Я Торговцы. тебе скажу Но больше. тусуются там одни и те же просто школьники. Вот. Я не так давно приехал в Мінськ, тому всі гэты назвы, там, коли кажеш Галілео, ну, Галилео, хіба там, галерея, так. где-то в этом крутом тусовочном месте. Я до этого часу не ведаю, где знаходится Кунцевшина, так что ты мне... Слушай, я тоже не особо-то сильный минчанин, я тут лет 15, так что Ага, я ну тоже окей, не что смог мне- выучить этот огромный город. 14 месяцев и 8 месяцев... 14 годов, 8 месяцев у меня еще напереди. Вот. И там загорелся BMW X5 или X6. 6, здається. 6. Вот. И Як сапраўдны беларус знаюся Ты- на аўтамабілях, якімі ніколі не буду кіраваць. вот сколько такой X6 сейчас стоит? Тысяч, наверное, 65? 65 Ну, тысяч думаю, белорусских, нечто я такое. имею в виду. Надо в отечественной валюте считать. Беларускіх 65 тысяч. 60, ну, 30 тысяч долларов. Думаешь? Я Ну, думаю, мне дорожей. кажется. Я думаю, Так, у нас сейчас будет драка. Вот из-за чего могут подраться белорусы? Из-за чужого авто, которое не знает, сколько стоит. Так, Какое уже я тебе сгорело. говорю, оно 30. Да нет, я тебе утверждаю, 40 минимум. Короче, и он загорелся, да, на ровном месте. Ну, там было много фотографий и хайпа в интернете о том, что... Я бы хотел провести аналогию. Итак, в Париже гастарбайтер что-то сделал неправильно и сгорел вот такое монументальное здание, как собор Парижской Богоматери. Здесь, на ровном месте, немецкая машина загорелась. Значит, там уже на заводах гастарбайтеры тоже работают. Я думаю, это надо, почему, типа, вот я подвязываю к названию программы «Шо нам с этого?». Нам, белорусам, сейчас надо везде писать «Made in Беларусь». Все знают, что белорусы, если что-то делают, то на совесть. Крепко. Так. Вот так, хорошо. Ну, яшчэ не адна аджилі не загарэлася, наколькі я ведаю. Нет, кстати, вот крутую рекламную кампанию ты только что придумал. Сгоревший X6, вот справа на посте, нет, слева, а справа Джили, типа Made in Беларусь, ни один Джили еще не сгорел, а X6, друзья, уже горел. У меня есть іншы жарт про Джили, але не Давай. буду агучваць. Ай, хотя якая розница. Как... Я просто думаю, что все салоны Джили треба называть точка Джили. И можно было придумать файную рекламу, что типа точка Джили, отшукай свою. Отшукай свою. Забавно, прикольно. Добре, нам тут Петрович подказывает, что треба Обожаю перейти, Петровича. спыніцца на перапынак, тому заставайтеся на хвалях Еўрарадыо, хутка павернемся. Уключися ў час. Еўрарадыё. Коротше, захворів я вчора, така моя доля. Метелика шукав хоробрий, йдучи серед поля. При тому, що залишилася вдома моя парасоля. Бум-бара-бум-бум! Злива! Жахлива ситуація, мабуть, що вам знайома. Не пам'ятаю вже, як шкандибав додому, як це так я замерз. Почалася ангіна, пхала мені в рота всілякі вітаміни. Калину та малину я ковтати не встигаю. Скажіть мені, що за склероз, чому я забуваю. Парасолю вдома я лишаю, опісля хворію. Зілію, я під холодною. Свинки накують мені тепер життя зозулі. Ноги мають бути теплі, голова суха завід бабулі. Ей, хто там на горі? Киньте з неба дві пілюлі. Наступив на граблі, чи чоловік трах-бах-бом. То був я та мої граблі, чи чоловік трах-бах-бом. Знов я наступив на граблі, чи чоловік трах-бах-бом. То був я та мої граблі. Коротше, сталося так, що в мене воду. Крапля до краплі зібрали струм. Нормальні люди їдуть в ліс, там їдять кавун, або гуляють десь у місті.
Єврорадіо. Новини наша справа. Запрашаю на кароткі выпуск навінаў. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. У 2019 годзе пад амністыю Беларусь на волю могуць выйсці больш за 2000 чалавек. Пра гэта паведаміў міністр унутраных спраў Ігор Шуневіч. Агулам пад амністыю, прымеркаваную да 75годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, можа трапіць каля 6500 чалавек. Пад амністыю не трапяць карупцыянеры, тыя, хто ўчыніў асабліва цяжкія злачынствы, у тым ліку і забойства. Александр Лукашенко ў пасланні да народу і парламенту згадаў пра нядаўнія падзеі каля народнага мемарыяла ў Курапатах, дзе ўлады арганізавалі знос дзесяткаў крыжоў. Лукашенко выказаўся ў тым кантэксце, што не варта было грамадству абурацца. Пры гэтым адзначыў, што гэта асобная размова, заявіў сёння Лукашенко. У суботу 20 красавіка пройдзе рэспубліканскі суботнік на добраахвотнай аснове. Тутбай даведаўся, што прэм'ер-міністр Сергей Румас, яго намеснік, а таксама куратар рэспубліканскага суботніка віцэ-прэм'ер Уладзімір Кухараў, суботнік правядуць за пасадкамі лясных культур ва Уздзенскім раёне, куды ў гэтым годзе паедзе Лукашенко. У прэс-службе кіраўніка дзяржаве журналістам не адказалі. Археалагічныя раскопкі ў рачным порце ў Бабруйску далі выдатныя вынікі. Дырэктар музея гісторыі Магілёва Алексей Бацюкоў паведаміў, што там знайшлі сякеру і наканечнік стралы прыкладна 10 стагоддзя. Больш інфармацыі запрашаем чытаць, слухаць і глядзець на еўрарадыё.фм і заставацца на нашых хвалях. Еўрарадыё.фм. Так, зноў вітаю вас у студыі Еўрарадыё. У нас прямыя эфіры, у нас в гасцях Зміцер Нарышкін, дзе мы спрабуем стварыць новую перадачу. Пакуль што працоўная назва яе «Што нам з гэтага?». Ну, Так. неправильное название. Правильное название — «Шо нам с этого?» Типа «Шо?» Вот так вот. Ты сёння падуражаны ад прамовы Александра Григорьевича. Не, я вообще, в принципе, такой по жизни. Но я... Падуражаннем. Под уражением, да. Так. Добра, мы скончылі размову, мы да перапынку абмяркоўвалі, шмат чаго абмяркоўвалі, але галоўная тэма была гэта пажар у саборы Парыжскай Богаматери. Так. Короче говоря, Париже. Так. Неудивительно, что именно там. Я думаю, если бы, кстати, пожар был в соборе тоже Богоматери, ну, например, в Смолевичах, В Калядищах. в Калядищах, да, люди бы так не отреагировали. Ну, типа, ну да, да. И у нас очень крутые ребята в МЧС, они бы просто совсем бы справились. Кстати, вот шутка у меня была по этому поводу. Там многие жаловались, что многие люди жаловались на то, что французские пожарники очень долго ехали. У меня есть объяснение. Я думаю, французские пожарные долго ехали, потому что искали свои желтые жилеты. Вельми тонкая. Вельми, я знаю, но это шуточка, кому есть 30 и больше. Кому за 50. Кому за 50, спасибо. Моя аудитория, пожалуйста. Короче, там в продолжении была еще одна новость. Мне очень отрадно, что многим людям не плевать на это событие, не плевать с точки зрения своих финансов. Некоторые олигархи, миллионеры, мультимиллионеры французские сразу же начали выделять из своих кошельков крупные суммы, в отличие от наших Instagram, Asop, которые что-то я не видел, чтобы закинули $1 или 2 на это дело. А кроме, зато закинули фоточку. Закинули фоточку, да. Не закинули денег, но закинули фоточку, похайпили. Вот, и собрали, ну, я помню, вчера больше $1 миллиарда. На что, допустим, Российская Федерация сказала, что, если что, мы можем помочь строителями. И тут я вспомнил Смоленск. Вот серьезно, я вспомнил Смоленск, вернее, как он выглядит, какие там вокруг дороги. Я такой думаю, не, ребят, вам не нужны российские строители. Белорусы, что нам... Опять же, надо продавать своих классных ребят. Расскажи про Смоленск, потому что я николи не был в России. Ты не был в Смоленске? Я в России николи не был. Николи не был в России. Значит, смотри, я тебе расскажу. Смоленск, когда к нему подъезжаешь, не сразу понятно, что этот город все еще не в войне 41-45. Ощущение, что он продолжает. Там реально, дороги такие, что если ты приедешь туда на седане,
хочешь, не хочешь, но уедешь ты на КамАЗе. На лодке. На лодке, дай бог, да. Лучше вообще ползком. Там нету дорог, вот. Ощущение, что ребята забыли про этот город. Хотя город славный, ну, у него история огромная, у Смоленска. Ну, я имею в виду в контексте, когда он входил в состав Республики Беларусь. Да я шучу. Вот, и, ну, там очень все, конечно, плохо. Да, мы ни на что не намекаем, мы не будем забирать Смоленск. Ну, в ближайших планах Просто такого отдайте нема. Вильнюс и все. Выбирайте, либо Вильнюс, либо Смоленск. Я бы отдал Вильнюс. Можно на вот Белосток. Так, слушай, давай со всех краев подгребаем. Знаешь, это когда ты раздавал по 10-20 рублей своим, ну, знакомым на площадке, там, заходили, и ты такой в какой-то момент, так, время собирать долги. И ты такой подходишь и... Ребят, ну, конечно, ну, все классно, мы вас любим, дружим, но сейчас просто такое время, отдайте, пожалуйста, Белосток. Тебе повертаються гроши, Да. не то рублями, як давали раз некалькі год. Ну, еще, да, конверсию надо сделать. Давай, может, тогда с этой темой закроем ее, уже завершим. На хорошей ноте, что в любом случае Нотр-Дам-де-Пари восстановят, есть деньги, есть белорусские строители, самые лучшие в мире. Гэта тэма уже не настолькі гарачая. Да, и перейдем к самой горячей теме. Какая? Хутка выборы у суседней краіне. Подожди, если ты сделал точку после худко выборы, точка, тогда это двусмысленно звучит. Но, как бы, да, у нас в следующем году выборы. Мне здаецца, нашы людзі з большасці не ведаюць, калі ў нас адбываюцца выборы. Мы им У только меня что нават сообщили. у дзяцінстве у меня была такая забава, што калі я там быў падлеткам, мне трэба было зайсці ў нейкі пад'езд, але Так. я не ведаў дамафона, ну там Ага. вядома. Я просто падыходзіў, званіў дамафон і казаў, што гэта інфармацыя на выбары, раскінуць вашым пачтовым ящикам, откройте двери, пожалуйста. І якая бы пара года, які бы год бы не быў, заўсёды адчынялі, потому што народ такі, ну там і А ты- мясцовы, парламенцкі, прэзідэнцкі. А ты представляешь, человек такой, так, выборы, а я еще не ходил. И то есть он такой поймал себя на этой мысли, не нашел нужных квитков в почте, и он такой, блин, я должен туда попасть, меня даже не пригласили, как такое? Он приходит в школу, ну у нас же в школах обычно, почему-то у нас, ну потому что это, наверное, государственное учреждение. Приходит в неделю в школу. Да, в воскресенье Специально не ел, каб в буфете поесть. не ел, да, чтобы поесть в буфете, чтобы своих заслуженных 100 грамм бахнуть, а школа закрыта. И что ему остается? Только с охранником сказать, ну что, нет выборов, но повод-то уже есть, я пришел, давай бахнем. Спадзяюся, что мои забавы подъездные не стали, никому не взломали судьбу, никто не спился разом со сторожем школы. Я тоже очень надеюсь. Вот, Добре, не про что мы пейте. казали? Про Про выборы в в Украине? Украине. Так. Да. Зеленский, Зеленский, Порошенко. ну и сдается все. Да. Я просто, знаешь, я когда говорю фразу Зеленский-Порошенко, у меня столько новостей оттуда. И меня очень разорвала новость. Ну, яка тебе наибольше уразила? Когда от Порошенко, ну, не лично от него, а, видимо, от его людей, был вброс про то, что Зеленский в 2012 и 2014 не явился в военкомат. И вот я писал у себя в Фейсбуке, что сейчас дальше каждое министерство будет что-нибудь про Зеленского. Типа Минстатистики. Зеленский чаще встает с правой ноги, а не с левой. Министерство легкой промышленности. Зеленский иногда ходит без трусиков. Ну вот, типа, ну окей. Ты что думаешь, вы- что Министерство легкой промысловости именно такими пытаниями занимается? Конечно. Типа, ходит ли Зеленский в национальных трусиках? Если там орнамент, сделаны они в Украине или это Кельвин Кляйн? Вот они должны такое знать. Тимиловица. Он ходит в стрингах. А прикинь, он ходит в стрингах миловицы. Вот мы, кстати, сейчас вот жартуем по поводу Зеленского, а он же более чем очевидно, там говорят 70%, вот за него, ну, экзит пол, 70%. Он станет президентом, и что? Ну, перед кем мы будем распавядаць жарты ў шоу О. «Рассмеши комика». Я ездил, кстати, я Як ездил. тебе, до речі? Ти бачив? Меня не вставили в эфир даже. Я очень круто вообще упал в грязь лицом. Это сейчас я уже так весело вспоминаю, как жизненный опыт. Но
но тогда это было очень сильный удар по самолюбию, потому что мне даже 2 дубля давали. Ну, я на первом запоролся посередине. Вот, приехал с политическими... Мне редактор говорил: чувак, это очень круто, что у тебя политический юмор, Зеленский будет разрываться. И я сдаю одну шутку, вторую, третью, четвертую, и ничего не заходит, я начинаю сам рассыпаться. А он вот так сидит, с такой полуулыбкой, и я... Блин, что делать? Это уже был стендап, ці гэта нейкі что-то? Да, это был стендап. Який Вот. год прикладно? 2 года назад я ездил, вот, летом, 2 года назад. Но я подошел к редактору, мы с ним знакомы еще до всех этих программ, и я говорю: слушай, это вот такой дикий стыд, что, пожалуйста, не вставляй меня в программу, это будет лучший подарок в этом году мне. Серьезно, если бы все это увидели, просто люди такие: серьезно? Вот, понимаешь, вот вся ситуация, шутки эти, я до сих пор рассказываю, они на открытых микрофонах, на платных выступлениях классно заходят. Но Зеленский поэтому не получит мой голос. Не тому, что ты белорус Да. и не маешь права голоса. Вообще не поэтому. Просто. Знаете, Владимир, что там еще прикольного было на этих? Ну, вбросов много прикольных всяких. Дебаты состоятся когда? Сегодня? Сёння, дарэчы, о 7 гадзіне. И там будет онлайн где-то, ты говорил. Будзе сёння ў нейкім бары, эліт-бір-бар, ёсць такі? Да, ёсць. І там будзе сёння стрим весціся, і гэта цікава, тому што Это шоу. ну, для Ну, беларусаў так это тое шоу, якое не заўсёды побачыш у Беларусі. Дакладна не побачыш у Беларусі. Ну, Хутчэй да, за ўсім да, побачыш да. у Беларусі. Ну, там, знаешь, отчасти, с точки зрения человека, который никогда в этом не участвовал, мне было немного странным, когда они друг друга вызывали на анализы. Вот. Приходи ты на анализы. Нет, ты приходи на анализы. Мы пойдем сюда, мы пойдем... Серьезно, они были похожи на пару, которая разругалась. Им надо поделить кота и собаку. Кот мой, нет, собака моя. Вот такое что-то, типа... У тебя такий досвід був, так? Не, у меня, если я расставался там вот с бывшей женой, я просто говорил, что да, я плохой. Ну, как мы белорусы? Да, я плохой, ты хороший. Забирайся. Но она ничего не забирала, она хорошая. Вот, поэтому мы кота подарили просто кому-то. Типа, не доставайся ты никому. Вот. Соседу. Нет, там сосед сам как кот, за ним надо ухаживать. Короче, возвращаемся к выборам. Что там еще было? По поводу, ну, вот они сдали анализы, да, там в одних что-то у кого-то показало, в других ничего не показало. Мне просто порадовало, что на самом деле перед тем, как... Это странно звучит. Меня порадовало, что перед тем, как сгорел Парижский собор Богоматери, на самом деле накануне там же был Зеленский. Встречался с Макроном. Вот. И это было бы неплохое промо. Ну, шутка такая очень циничная, но... Ну да. Знаешь, видишь, как в этих фильмах, когда там замедленно персонаж идет, а сзади Да. что-то там взрывается. Я просто подумал, что это было бы неплохое промо, типа для Зеленского, он же комедии снимает своим продакшеном «95-й квартал», что мальчишник киевлян в Париже, и горит собор. До речі, «Слуга народу». Вибачаюся, я сьогодні прихворавши, тому коли я раптом буду розмовляти голосом Олександра Григоровича, це не подураженнями сьогоднішнього виступу його, це просто хворий. Гэта «Слуга народа» глядел ты? Да, я смотрел первых 5 серий первого сезона, и мое мнение, пусть все меня пытаются разубедить, что данный сериал — это спланированная пиар-компания заранее. Это не было случайно. Ничего в этой жизни так серьезно не делается случайно. Ну, не может МКС просто сорваться с орбиты и сам упасть в океан. Не может. И тут тоже просто на 42 миллиона братьев-украинцев приготовить сериал просто потому, что вас волнует политика. Нет, я не верю в это. Я более чем уверен, это часть промо-компании. Все это было детализировано, разработано. Как бы у меня есть знакомые и близкие друзья, которые писали этот сериал. Они работают, там очень много белорусов, которые работают на Зеленского. И я уважаю их позицию, но я уверен, что это часть промо-компании. Просто... Когда за твоей спиной есть миллиардер, ну, я про папу его, который физруком, да я шучу.
Вот. Я считаю, что это часть промо-компании, и это нам говорит о том, что это круто, что теперь через искусство, в том числе, вот, допустим, через стендап, это я считаю частью искусства, можно влиять на массы, но вопрос в другом. Что это принесет украинцам? Ну, мы не знаем, но посмотрим. Что это принесет нам? Что это принесет нам? Главное, чтобы теперь Зеленский стал более добрее, и когда такие, как я, приезжают, чтобы он не срубал их за политические шутки, а отдавал по 50 и 100 тысяч гривен дальше. Ты думаешь, что когда Зеленский станет президентом, он все-таки будет сумешать Так шоу вот. «Рассмеши комика» Вот, и я свою посаду? думаю, он кому-то... Ну, будет странно, если президент продолжит участвовать в этом. Я думаю, у него будет много дел, и ему явно будет не до шоу. У него все шоу будет в Раде. Я обожаю смотреть приколы из высшего Рада украинского. ТВ. Да, там просто постоянно... Просто там показатель того, насколько люди могут любой вопрос, даже самый мельчайший, типа, надо ли нам делать булавки? И они могут дойти до того, что там прям конфронтация. Это круто. И меня радует, что политически это, наверное, самая сейчас подкованная нация из всех постсоветских. Даже там в Прибалтике Литва, Латвия, Эстония не настолько вовлечены в свою политическую деятельность, как вот наши южные соседи. Это круто. От про нашу раду, не про нашу раду, про українську раду ти сказав. Хоча б як у нас так було, ось як можна було. Ну, було то телебачення, яке показує працю нашого парламенту. Слушай, если я не ошибаюсь, и у меня еще нету старческого маразма, что-то подобное в 90-х было. И если я не ошибаюсь, как раз Александр Григорьевич был одним из таких видных и значимых депутатов, кто постоянно форсировал и предлагал нечто такое. Не то, что там, потому что половина этих советских сидели такие, что-то. И он очень выделялся. Но я это ребенком помню, и, возможно, я себе это придумал. Не, коли ти це казав, я бачив, як Петрович кивав, що Да? хіба таке було. Было. Я просто помню, что трансляция начиналась с того, что вот здесь вся эта площадь, типа кадр такой, пролет был. Я маленький думал, как они это снимают? Потом бах, огромный этот кабинет. Эти депутаты, они что-то ругаются, кто-то на кого. И это было так круто. Я такой думал, все, я хочу быть депутатом. Вот. Но потом я понимал, что нет. Не хочеш бути депутатом. Нет, я хочу быть депутатом, просто мне никто не разрешит. Мой участковый стопудово, он скажет, Дим, куда ты собрался? Что ты собрался? Иди убери лестничную площадку. Собрался ты куда-то, депутат ты. Смешной. Не, у меня классный участковый. Вот. Як ти з ним познайомився? Ну, как я с ним познакомился? Просто хороший человек позвонил в дверь и спросил, все ли хорошо и все ли меня устраивает. Я сказал, да. Я говорю, а я всех устраиваю? Он говорит, да. Он говорит, давай дружить с семьями. Только ты мою не будешь знать семью, а я твою буду. Нет, реально, у меня классный участковый. Если он вдруг ему дадут это послушать, пусть он знает, что я его очень сильно люблю как человека. Вот. Короче, возвращаемся к выборам. В воскресенье будут выборы. И более чем очевидно, что, наверное, Зеленский, если ничего не случится, там просто уже 4-й сезон начался. Это, 4-й сезон «Слуги народа». И это уже реалити. И это, знаешь, такое реалити, где может случиться все, что угодно. Вот. Поэтому я бы не хотел, чтобы случилось все, что угодно, если вы понимаете контекст, в который я как бы погрузил всех. Поэтому я искренне желаю, чтобы случилось так, как будет лучше для наших южных соседей. А мы этим воспользуемся. Мы будем также круто ездить во Львов, пить вишенку, кушать ребрышки и классно проводить время в Киеве. Дружить с семьями, как я с участковым. Не, вот просто в 16-м годзе, ось, наприклад, коли були вибори в Америці, ніхто не вірив у перемогу Трампа. Олександр Григорович сказав, що буде Трамп переможцем, і так і сталося. А ось зараз Олександр Григорович сказав, що буде Порошенко. Сказал Порошенко? Так. Я тоже заметил... Предказальные здольности скончились, Александр Григорович? Нет, не факт. Мы же не знаем, как закончатся выборы. Мы не можем сказать, еще впереди больше, чем 2 суток. Я просто к тому, что
Давай запомним это, и будет к чему вернуться в следующую пятницу, если нам разрешат. Окей. Гэта была праграма «Што нам з гэтага?». У гасцях у нас быў Зміцер Нарышкін, стендап-комік і сцэнарыст, а ў студыі для вас працаваў Міхась Ільін. Пакуль. До свидания.